Дошкольник пострадал на детской площадке. К нам в редакцию обратились родители 7-летней Насти Кириллиной, получившей серьезную травму на детской площадке напротив собственного дома. Подробности этой истории и статистика детского травматизма в материале Афанасия Николаева. Эту детскую площадку установили совсем недавно, во время предвыборной кампании от имени одного из кандидатов. Но сейчас городок выглядит удручающе. Мусор, грязь и разбитая карусель. Именно здесь упала и получила травму 7-летняя Настя Кириллина. Прибежала сразу здесь, каждый день качаются. Также прибежала, залезла сюда, начала качаться. Канат не выдержал и оборвался. Ну, не оборвался. Лежит, шевелиться не может. Ну, сразу скорую вызвали. Скорая посмотрела и увезла. Причина падения очевидна. Крепление каната откровенно слабое. Слабое место. Ну вот тут сразу видно, вот, шайбы маленькие. И не стали, вот жестянка какая-то. Тут уже 2 года стоит, тут сколько раз падал, наверное, еще не знаю. Настя Кириллина сейчас в отделении ортопедии и травматологии Республиканского центра материнства и детства. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника. 7-летняя Настя находится на постельном режиме и в свои 7 лет не по годам серьезно подходит к необходимости лечения и стоически переносит все процедуры. Они говорили, что завтра будет мне спину здесь, ну там, мазать. 3 недели она здесь будет лежать, потом далее она будет носить корсет жесткий. Так, и как бы будет наблюдаться в нашем травмпункте, где в первой поликлинике. Освобождение от физкультуры на 1 год. Тяжести поднимать нельзя будет в течение года. Так-то все нормально. Прогноз благоприятный. За состояние детских площадок должны отвечать управы. В случае Насти Кириллиной это промышленный округ. Но родители пострадавшей девочки не хотят поднимать лишние шумихи или заявлять на кого-то в суд. Главное, чтобы взрослые серьезнее относились к безопасности детей. И этот случай должен стать уроком для всех. За минувший год в Центр материнства и детства с травмами обратились 9540 детей. 3242 ребенка получили травмы на улице. 972 было госпитализировано. Как отмечают врачи, большинство детей пострадали из-за безответственности взрослых. Афанасий Николаев, Василий Соловьев. Новости столицы.